Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня предлагаю вам отсыпочку на такую тему. Любит ли он вас до сих пор? И вообще, что у него сейчас к вам? Загадайте на мужчину, который не рядом, и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какие тут чувства необычные. Девочки мои хорошие, что у него сейчас к вам? Обида, причем сильнейшая, знаете, вот прям до слез, до белых костяшек. Прям вспоминает, и на него вот как какая-то злоба, злость, агрессия находит. Он, если ваше имя слышит, вот упоминается ваше имя, он прям сам не свой становится, такой прям нервный, дерганый. И в голове у него, в мозге там прям взрывы какие-то, туду. Вот такой вот он у вас. Обида, девчонки, обида, и обида очень сильная. Обиделся мальчик, обиделся. Так, хочу сразу на оракуле посмотреть, от чего такая обида. Ну, потому что прям ужас, темнота, буря, ураган. Его прям штормит, девчонки, когда он о вас вспоминает, либо слышит ваше имя. Это странная реакция злого мальчика, обиженного злого мальчика. Что вы ему такого тут сделали? Почему так обиделся? Что не так? Что не то? А не пишете, не звоните, на связь не выходите. Ой-ой-ой, боже мой. А он все ждет и ждет, а вы все не пишете, сигналы не подаете. Ну, девчонки, он ждет. Он ждет вашего внимания к своей обиженной персоне. Да, почему-то он считает, что вы такая классная, живете там себе, в уст не дуете, благополучная, счастливая, самодостаточная. Про него прям забыли. Он для вас вообще уже не существует. А он-то страдает, а у него прям тяжесть на душе. Он болеет из-за вас, девчонки, потому что любит. Потому что он любит, а вы не любите. Вот какая вы противная, Господи, обителям. Такого вот мужчину. Даже не могу подобрать эпитет, к сожалению. Так, ну что, мыши. Коварство. Он вас обвиняет в коварстве. Опять часы показывают. В коварстве вас обвиняют, что вы такая вот змея подколодная. Не пишите, не звоните, а он тут весь истрадался по вам, Слушайте, ну он реально вас в каком-то коварстве подозревает. В коварстве, в злом умысле, как обиженный ребенок. Ну, честное слово. Ну, вот мужчины пошли, ё-моё. Ну, хорошо. Сколько продлится эта обида? Да, то, девчонки, от вас все зависит. Знаете, как ни странно, вы на этого мужчину как-то потрясающе влияете. Вы можете его как возвысить, так и опрокинуть. Одно ваше слово, нет, один ваш взгляд может с этим мужчиной сотворить просто невообразимое. У вас какая-то особая сила над ним. Вы почему-то об этом не знаете, вам это невдомек, но так оно и есть. Так оно и есть. Знаете, как судьба и жизнь этого загаданного мужчины в ваших руках. А вы сидите и не знаете. Вот сидите на этом видео. Боже. Знаете, вас нет, и свет потух для этого мужчины. Почему-то он уверен, что все, он вас потерял.
Дорога к вам такая запутанная, такая мутная, непонятная. Себя он жалеет, говорит, что он был хорош, он был готов на все ради вас, а вы вот что-то ему такое сделали, либо сказали, что взорвало ему мозг. Да, он и сам не знает, почему так случилось, да, и сам не знаю. Главное, что я жертва. Да? Он жертва, а вы типа палач. Вот так вот. А вы не знали, представляете? Ой-ой-ой. Слушайте, то гроб, то горы. Он никак определиться не может. Так, у него какая-то ломка, либо какой-то мужской ПМС. Вы меня простите, девочки, но он явно сейчас нестабилен. Нестабилен. И нестабилен из-за вас, с одной стороны, а с другой стороны, это, знаете, как ломка, трансформация. Да? Мужчина меняется, мужчина взрослеет. От мальчика, да, идет становление, от мальчика к мужу, да, к мужу стремится. Пока безуспешно, но тем не менее, что есть, то есть. Очень нервный, очень такой, знаете, напряженный. От него люди шарахаются. Потому что действительно он в один момент может сойти с ума, накуролесить, набедокурить и еще и на всех обидеться, да, всех во всем обвинить. Такое поведение у него, конечно, безобразное. Вы знаете, вам очень повезло, что вы этого не видите. Очень повезло. Вот поверьте, если бы вы его сейчас увидели в этом состоянии, не дай бог бы с ним там пару часов провели вместе, вы бежали под него так, что аж пятки бы сверкали. Но потому что он реально сходит с ума. Вы вспомните себя в моменты ПМС. Вот это состояние, это в 100 раз хуже, в 100 раз сильнее. Так. Давайте рассуждать дальше. Смотрите, это то, что происходит сейчас. Сейчас его состояние злость, обида, негодование и полное сумасшествие и разгон. Мужчина ушел в разгон, что тут скажешь. У кого-то еще отыграется, что он пьет, и пьет запойно. Да, не может справиться с этой ситуацией, пьет запойно. А у других, наоборот, может отыграться, что он ушел с головой в работу, либо в спорт. Да, хоть как-то себя немножко переключить, разгрузить. Конечно, это не очень хорошо получается, но тем не менее, имеем, что имеем. Вы точно сейчас на разных полюсах находитесь. Причем, здесь я вам так скажу, неважно, почему это с вами случилось, важно, что здесь замысел судьбы. Сама судьба вас развела по разные стороны. То, что между вами произошло, это план судьбы. План судьбы. То есть так должно было быть. В какой-то момент вы должны были разойтись, как море корабли, для того, чтобы потом опять сойтись. Мужчина оказался не готовым к такому дару, к такому счастью, как вы. Просто не готов. На момент ваших отношений, какими бы они ни были, да, в какой бы плоскости они ни лежали, этот мужчина был абсолютно эгоистичный и в себя влюбленный тип. Да. Ему абсолютно ничего не важно было. Он только думал о себе, о своей попе, о своих желаниях, о своих предпочтениях. И абсолютно было, ложить на вас, на то, чего хотите вы, чего вы от него ждете. С этим человеком в моменте тогда, в прошлом, невозможно было построить никаких конструктивных отношений. В принципе, от слова совсем невозможно было. И если бы ваши отношения продолжились в том же русле, как было ранее, вы бы точно уже расстались, причем окончательно и бесповоротно. Я не знаю почему, но этого мужчину высшие силы решили не потопить, но возвысить. Ему для того, чтобы в жизни добиться, видите, да, он мужчина на коне восседает, мчится на всех скоростях, да, конь, кстати, очень классный вышел, такой мощный, сильный и в правильном положении находится, да, это его будущее, возвыситься, стать кем-то значимым, стать крутым, стать, не знаю, знаменитым, популярным, богатым, успешным, да, чего-то в жизни достигнуть. Ради этой одной цели, этому мужчине дали в дар любовь к вам, и, соответственно, вам дали любовь к нему.
Потому что без вас он никогда на этого коня не вскарабкается. В прямом смысле слова, да, возможно, вы должны ему помочь в этом, либо вы должны его настолько сильно замотивировать, да, чтобы он все-таки поборол какой-то свой страх, поборол какие-то свои комплексы, зажатости и вскочил на этого коня. Здесь мужик непростой, да и вы непростая женщина. Но высшие силы все-таки его больше выделяют. Понимаете, вот вас ему в дар дают, да, вот награждают такой женщиной. Вы не только награда, но вы еще и помощница, вы умница, вы красавица. Вы мечта любого мужчины, но не любому мужчине по судьбе иметь такую женщину, как вы. А вот этот, видите, чем-то отличился. Может быть, он в прошлой жизни чем-то отличился. Может быть, даже в этой успел отличиться. Может, он человека спас, да, там, ребенка из огня вытащил, бабульку из речки, да, вытащил. Здесь точно есть причина, 100% есть причина. То, что он вас не понял, либо не оценил своевременно, ну вот сейчас вас развели для того, чтобы он там посидел в одиночестве, подумал, пообижался, пришел в себя, пришел к каким-то логичным выводам в своей жизни и начал работу над собой. Все здесь вот прям прописано, уже прописано. И было прописано еще до его появления в этом мире. Да и до вашего тоже. Вот. Все не просто так. Вы, скорее всего, задаетесь таким вопросом. Зачем мне такие муки? Зачем мне такого вот... Ну вот как его назвать? Ну, такого непростого мужчину, да? Давайте мягко. Непростого мужчину дали. А вот именно для этой цели. Для того, чтобы он возвысился. Он должен возвыситься, девчонки, как ни крути. Ладно, что у него к вам, мы разобрались. Давайте разберемся с вашим будущим. Вы сейчас немножко уже к нему подостыли, я это вижу. Вы уже как-то спокойно на него можете реагировать. Но, несмотря ни на что, любовь и нежность в вашем сердце к этому мужчине осталась. Да, может быть, туда за сердечко немножко так спряталась, да, но все равно осталась. И, девочки, как он появится, вы себя сдержать не сможете. Вот серьезно вам говорю, не сможете. Вы как вот это спелое яблочко к нему в ручки упадете. Ну, потому что любите, ну, потому что есть это чувство. Вот как ни крути. И у него есть любовь к вам, и у вас к нему есть любовь. Ну вот созданы вы друг для друга, вы это чувствуете, вы это понимаете, вы это объяснить не можете, либо ответить себе не можете, да, почему именно он, да, ну почему из там, миллиардов мужчин на нашей земле именно вот этот мне достался персонаж, почему, да, почему там у Кати, Маши, Даши нормальный мужик, а у меня вот такой вот непонятный, мутный, истеричный, со всякими там тараканами в голове. Девчонки, ну, это вопросы к высшим силам. Здесь так и показано. Надо. Так было надо. Так решили. Так вот заранее все было предопределено. Так, девочки, немножечко о вас. У кого-то из девчонок так и отыграет, что есть другой мужчина рядом. Либо как кандидат на замену вот этому, либо это мужчина, с кем вы, ну, например, уже так случилось, что вы уже с ним. Да, понимаете, мужчина может быть и хороший рядом с вами, но, как говорят, сердцу не прикажешь. Любите вы того, на кого загадали. Вот сами себе, не мне, сами себе честно ответьте. Есть чувства? Есть. Да? Есть. И никуда не деваться. Может быть, у кого-то притупились, но они никуда не делись. Они уже проросли в вашем сердце. Но нельзя их оттуда вырвать никаким образом. Невозможно. Так, идем дальше. Этому мужчине через его вот эту ломку, да, когда он ее пройдет, а он ее пройдет 100%, высшие силы очень тщательно за ним наблюдают, ему истина откроется о себе и о вас. Когда эта истина ему откроется, девчонки, он примчится к вам. Примчится не вот таким агрессирующим, истеричным мужичком, а настоящим мужчиной. Честным, открытым, справедливым, мужественным. И мужчиной, который умеет дарить любовь. Вот таким он к вам появится. И вы, девчонки, перед ним не устоите. Ну, вы меня простите, но вот идет аналогия этого спелого яблочка.
Вы не устоите. Он вам какой-то покажется волшебный, знаете, в каком-то свечении, там искорки вокруг него будут летать. У него какой-то тембр голоса новый появится, слова какие-то, вот знаете, вы их сердцем будете слышать, да, не ушами, а сердцем. Прям попадать, каждое слово будет попадать к вам в сердце. Смотрите, он вам будет предлагать плошку. Видите эту большую плошку? Это больше, чем любовь, это больше, чем брак, это больше, чем дружба. Это объединение не только сердцами и телами, но и душами, понимаете? Вот что он вам будет предлагать. И эта плошка, видите, она от него идет. И вы согласитесь, и вы примете. И вот тогда лишь только начнется настоящая ваша история любви. Лишь только тогда. Когда это произойдет, не скажу. Вы все разные. Но здесь четко указана тройка. То есть 3 периода времени. У кого-то, не знаю, 3 недели, у кого-то 3 месяца. Но это точно произойдет. Он еще примчится. Он еще себя покажет. Но не таким, как вы помнили, да, а новым, обновленным, совершенным. Ну, если это возможно, конечно, да, другим человеком придет. И вот тогда у вас все сложится. Так, ну, еще хочу для вас посмотреть, может, совет, какую-то рекомендацию. Сама по себе отсыпка очень четко все показала, и все четко там тут расставили, да, по местам. Так, девчонки, будьте умнее, будьте хитрее. Не надо ему ни за что мстить, не надо его ничем наказывать. Вы должны быть дружелюбны и по мере возможностей скрывайте от него и свои чувства, и эмоции. И вообще сама немножко от него скрывайтесь. Он должен прийти, он должен первый сделать шаг. Не вы, ни в коем случае, девчонки. Но здесь все идет к очень плотным взаимоотношениям и к решению, кстати, и его проблем, и ваших. То есть в вашем союзе будут решаться и его проблемы, и ваши проблемы. Дверь в новое счастливое будущее. Вот что вас с ним ждет. Вот что с ним ждет. Да, еще законность ждет. Жизнь по-новому, под новыми парусами к новым берегам. У кого-то ребенок будет. Не, девчонки, вы как хотите. Я понимаю, что, может быть, вы чего-то другого ждали, но говорю как есть. Здесь четко показано на то, что замысел судьбы именно сейчас, именно с вами, именно с ним реализуется. Судьба уже все знает наперед, высшие силы знают наперед. Вот так суждено. Хотите вы того, не хотите, но так суждено. И это, несмотря ни на что, точно будет. Вы еще поменяете меня, мою отсыпку, когда это начнет происходить и случаться. Время пройдет быстро. Это единственное утешение, которое я могу вам передать. Занимайтесь собой, занимайтесь своей жизнью. Живите, девочки, живите. На него не обращайте внимания. Либо на какое-то время прям вычеркните его из своей памяти. Это будет правильно. Не делайте первых шагов. Самый первый шаг должен сделать он. И только в этой очередности, да, у вас вот это объединение, оно происходит. Так, мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.